К другим темам. В новом учебном году в первые классы нашего региона пошли 15,5 тысяч детей. А у первокурсников в 3 раза больше – 45 тысяч. Накануне часть из них отметила сразу 2 праздника – и День первокурсника, и десятилетие образования Северо-Восточного федерального университета. На мероприятии побывал и наш корреспондент Евгений Тайтонов. Из 45 тысяч первокурсников Якутии половина поступила в высшие учебные заведения. Из них только более 7 тысяч в Северо-Восточный федеральный университет. На днях все они собрались на стадионе «Юность» отметить День первокурсника. Студенческие годы, они особенные. Воспользуйтесь вот этим моментом, то, что вы студенты одного из 10 федеральных университетов. Сейчас для всех нас начнется очень большая интенсивная жизнь. Но университет – это не только образование. Университет является большим научным, инновационным, экспертным, аналитическим и другим центром. Это притяжение не только студентов, это притяжение молодежи. Празднование Дня первокурсника стало первым масштабным мероприятием, посвященным десятилетию университета. Вчерашние школьники примут участие в трансформации учебного заведения. К 2024 году СВФУ должен стать полностью цифровым университетом, где каждый студент будет важной частью единого механизма. Я думаю, это будет очень весело. Получается, я буду учиться 5 лет, ведь архитектор учится 5 лет. Ну, не знаю, нужно много стараться, наверное, чтобы все было хорошо. А так, от студенчества, я думаю, должно быть много веселья, мы должны очень много придумать для своей взрослой жизни, что-то такое. Ну, я уже всех знаю, я думаю, мы очень дружные. У нас большинство живет в общаге, так что там они все общаются вместе, мы там видимся каждый день. В отличие от предыдущих лет, в нынешнем году вечерняя программа благотворительная. Входной билет на Open Air стоит 100 рублей. Вырученные средства пойдут на помощь Альбине Дудкиной, которая сейчас находится в Южной Корее на лечении. Евгений Тайтонов, Григорий Николаев, Якутск.